О, что? Наконец-то мы вышли в лес. У нас снег в лесу лежит. Сейчас уже немножко растаяло, было больше снега. Тропа заячья, вот это да. Вот зайцы бегают, а. Вот это тропище у них. Заячья тропа. Вот идем с собачкой по лесу. Все бугры да бугры попадаются. Ни одного ровненького места нету, чтобы палатку поставить. Вот поищем еще. Уже куда-то заперлись мы. Идем, идем. Пошли гулять сюда. Там посмотрим. Под снегом не видно ничего. Снег небольшой еще. Лес сырой стоит. Весь. Все деревья сырые. И сухие дрова очень трудно найти. Потому что если их найдешь, то они все равно будут сырые. Булка наконец-то выбралась в лес. Все тут рассматривает, нюхает, бегает. Для нее это целое счастье в лесу быть. Может, ради этих моментов она и терпит домашние условия, чтобы на выходные выйти в лес. Нашли более-менее, нашли более-менее ровное место. Сейчас здесь забазируемся. Время упал. Время у нас светового мало. Вот. Для нас только выделено сейчас сколько? Ну, 5 часов выделено. И за 5 часов мы должны отдохнуть и палатку поставить, и печку поставить. Вот. Так что так, я еще очень много дров с собой взял сухих, потому что я знаю, что в лесу сейчас все дрова сырые. Так что сейчас начнем все дело делать, да? Собачка. Рюкзак-то и не тяжелый, там и палатка, и печка, и трубы, и котелки, все есть. Только в этот раз одно условие у нас было. Мы столько дров сухих взяли с собой для первоначальной растопки печки. Да?
трубы. Ага. Еда, как всегда, еда. Калоши. Хороший вариант. Целлофанчик проверю сегодня. Вот он, целлофан. И вот у нас новенькая палаточка. Шил новую палатку для зимы. Вот. Я уже много раз выходил и проверял ее. Доделывал, дошивал. Сейчас более-менее вариант такой получился. Сейчас попробую поставить и посмотрим, какая у нас получилась. Она весит 2 килограмма. 2 килограмма. Для собачки, для печки, для меня. Вот она. Эх, вот такая палаточка получилась. Я еще летом ставлю крылья. Вот здесь крылья не растягиваются. Не видно, да? Вот крылья. А зимой не ставлю крылья. Вот это окно сделал. А вот здесь у меня вход есть. Выход, вход. Вот такой сделал вход. И он, между прочим, еще вот так закручивается и застегивается. Вот такой вход в палатку. Опа. Дело в том, что мне надо... Я сейчас палатку целлофаном закрою. Я целлофан специально смастерил, как купол для палатки. Вот. Хотел просто палатку вам показать, какая она без целлофана смотрится. Потом, может, фотографии покажу. Вот. Может, сейчас даже фотографии покажу, как летом я ходил, то есть когда еще снега нету, как она выглядит. А сейчас целлофаном накрою и все, потом покрашу. Целлофаном закрыл. И все. Такая палаточка. Вот на целлофанах сделал вот такие. И из капрона, и прямо на этот, как он называется у нас, на скотч все прилепил. Все углы, уголки так. Опа. Вот так. И вот здесь у нас вот тоже уголки на скотче сделаны. И здесь вверх. Вот. Вот так. Это на зиму у нас будет такая конструкция. А здесь у нас вход для собаки есть. Для собачий вход. Ну, настолько собачий, что мы даже сами можем сюда входить. О, зажигалочка. Растопочка. Растопочка, растопочка, растопочка. Ой, горячо. И дровишки. Ох, сухенькие дровишки. Вот, сейчас они у нас должны загореться все. Вот и все. Сейчас будем бытом заниматься. Может, сейчас поесть приготовим. Дрова такие и сырые, сухие. Буля, заходи, иди сюда. Булька не знает, как зайти. А вот у нас вход в палаточку. Да? Буля хочет вход зайти, она... Надо показать ей. Буля, иди сюда. Вот, давай, заходи, молодец, иди сюда. Вот, молодец, молодец. Ну, Буля. Буля, иди сюда. Буля. О, Буля зашла. Зашла в палаточку. Да, хорошо, да? Палатка еще пустая, нар нету. Как новая квартира. Когда заезжаешь в новую квартиру, она кажется пустой. Ну, ничего. Главное, у нас печка работает, снег тает.
Вот, ну-ка, посмотрим. Вот все работает, все хорошо. Вот она. Наша собачка ждет. Ждет. Как нравится окно снимать? Очень тепло и хорошо в палатке стало. Есть такая штучка. Вот. Она как бы выглядит вентиляцией. Но я сделал ее специально для того, чтобы зимой, сейчас еще не зима, чтобы зимой вот сюда, ну, палочку вставляю, да, и получается вентиляция вот такая, чтобы сюда выходил теплый воздух из печки, и под целлофан заходил, и целлофан надувался от теплого воздуха. И расстояние между целлофаном и палаткой увеличивалось. Вот. И там постоянно циркулировал теплый воздух под целлофаном. У меня вот такая есть идея. Посмотрим, как будет работать. Я в той палатке-то применил такую штуку. Она работала, только я забыл рассказать вам. Ну, палатка-автомат была. Вот. И поэтому там, с той стороны, должен быть теплый воздух зимой, в морозы. И это как, получается, двойная палатка, между которыми циркулирует теплый воздух. Ну, такая есть идея. Посмотрим, будет она работать зимой или не будет в морозы. Все. Великолепно. Новая палаточка. Объем большой. Мне давно хотелось шить палаточку, чтобы такой был объем, чтобы я чувствовал там свободно. И в то же время, чтобы она небольшая была. Чтобы тепло все внутри циркулировало и работало как какая-то система. Вот. Не просто палатка двойная, печка. А все должно включаться в систему. И палатка, и печка, и целлофан. Все это должно работать как единая система. Вот так надо довести мне. До совершенства эта вещь. Стенки у палатки я специально... Стенки у палатки я специально поднял, ровненькие сделал, для того, чтобы... Мне ровненькие стенки нравятся просто. Вот. Ну, это и летняя палатка, и зимняя будет. Кармашки пришил. Правда, еще один кармашек, но много потом пришил. В кармашки интересно ложить. Все. Все интересно ложить. Вот. Как классно. Ну-ка. Работает печурка наша. Собачка уже палки грызет. Ей палки нравятся. О, надувшаяся палатка. Ну это что-то. Какое большое пространство будет зимой. Ну надо же. Все, палатка работает, надувается. Ну, как же так? Я хотел ждать зимы еще. Но зимы я не дождался. Уже вот эта вентиляция, выход теплого воздуха выходит. И сейчас покажу, если видно. О, какие огромные полости. Полоси тепла. Ой, здесь все тепло находится. Надо же. Так здорово. Угу. А вот она, внизу есть вентиляция. Сделал специально вентиляцию. Сейчас пока не открываю. Вот. Ну вот достаточно одной вентиляции, чтобы весь целлофан надулся. Вот это здорово. Вентиляции много у меня. Там вентиляция. Вот там вентиляция, где собачка заходит, вход. И там вентиляция тоже. Вот. Дверь приоткрыта. И что у нас? У нас еще вот входом можно внизу вентиляции сделать для притока воздуха. Вот. Так вот чай заварить. Чай заварить. Сейчас бочка еще сидим. Уже.
курочка-то. Все готово. Курочка готова. Это все готово. Сейчас придет собачка, и мы будем кушать. Готово, горячее. У нас 2 курочки. Вот. А нас 2. Вот будем решать эту задачу. Как поделить 2 курочки на 2 человек. Булька говорит, что очень просто все делится. Ей 2 курочки отдать, и все будет поровну. Да? Хорошо. Подожди, остынет, она еще горячая. Она еще горячая. Здорово. Хоть из дома все принес, но все равно вкусно. Надо же. Вот это жизнь. Вот это жизнь. Ого. Я еще чай не пил. Забыл про чай совсем. Это все сожгем. Наверное, остыло. Ну-ка. Горячая. 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 Как я тебе дам? Давай. Разберись. Сейчас булочка быстренько разберется. О, нет. А она вытащила из тарелки и положила на пол. А пол будет в жирных пятнах. Нам такое не надо. Пойдем я тебе сюда. Ой, на земле дам. Вот здесь. Ладно, ешь так. О. Пришлось ей дать на улице. Пришлось на улице. Интересно, как зимой будет в этой палатке, а? Интересно. Ну, палатка вся сухая, я скажу. Сухая. Ладно. Будем есть. Собачка уже съела все. И уже возвращается за новой добавкой. Вот чувство приходит правильности палатки, правильности форм, соотношений с моими ощущениями. Ничто не давит на тело на мое, на мозги ничто не давит. Все находится на том расстоянии, на каком надо. Здорово. Вообще такая умиротворенность, такая красота. Вот. Так что так. Вот. В тайге у нас есть места, всякие места есть. А есть вот такие места, где такие, я бы сказал, пятна. Вот такие, или такие пространства небольшие, где находится полная гармония Земли и Вселенной. Так интересно. Там и деревья, и земля, и скалы, и мох. Настолько все гармонично расположено, что создают какую-то единую структуру, через которую просто без всяких препятствий может проходить дух тайги, дух Вселенной, просачиваться. И вот в таких местах они настолько идеально гармоничные, что там эти места используют духи. Разные духи, разные существа, которые в лесу живут. Вот, они любят в этих местах. Некоторые
там находятся. Некоторые делают из этого дом себе. Просто живут в этих местах. Если удается с ними договориться, то я их почему-то духами называю, потому что не видно, наверное, их. А так это местные жители, невидимые местные жители леса. Вот. Для них эти места являются как дом. Они живут там. И если удается с ними договориться, вот с каким-нибудь из жителей этих мест, то и ночевка будет хорошая в этом месте. Полное очищение и омовение, не омовение, а как бы полностью чистым тело становится от всяких там препонов, не препонов, а от всяких там, не знаю как сказать, но как от шелухи очищается весь организм. Я знал одно место такое, необычное. Она где-то на высоком берегу, на речке стояла. Это место было такое. И там жил дух, сказочный дух. Просто дух сказки жил. Когда приходишь на это место или проходишь мимо него, то попадаешь в сказочный мир. Видишь, что деревья, елки, сосны, все сказочные. Прямо вот такая энергия, такая дух сочится с них. Сказочный дух. Вот там жил это существо, сказочное существо. Красивейшее, красивейшее. Но я там никогда не останавливался, всегда мимо проходил. Но потом приехали люди, сделали дорогу туда, вырубили все. Именно на этом месте почему-то. И стали бурить. Пробурили 3 скважины, все. И зацементировали их. Все бросили и уехали. Все разрушили. Но когда я проходил это место, все равно дух там еще жил. Так удивительно. Я его чувствовал. Эту сказку, эту гармонию. Рядом вот с таким местом, безобразным местом, которое оставили после себя люди. Маленькие кусочки этого места еще было. И там жил дух. Наверное, еще за свой дом держался. Но потом, вот последние 2 года я там проходил, все уже. Он ушел оттуда. Ушел с этого места. И стал обычный лес. Обычный лес. Даже печально, что вот из-за какой-то человеческой прихоти вот местные красивейшие существа теряют свои дома. Наверное, он где-то потом снова начал искать свой дом. Может, здесь он тысячелетиями в этом доме жил своем и создал такое красивейшее место. Печально, конечно. Вот. И вот на основании вот таких знаний я пытаюсь создать жилище. Не жилище, а вот в лес ходить. Вот. Чтобы печка, палатка и вот сверху кокон вот этот из целлофана. Все настолько были герметичны, не герметичны, а как бы гармоничны. Все, что тоже создать такой дом, в котором гармония бы царила. И если создастся такая гармония, то и организм будет гармонично работать, и она будет, ну, вот эта система, печка, палатка, целлофан, они могут соединиться со Вселенной, с энергией Земли, с тайгой, с духом тайги. И это будет как единое целое. Не знаю.
Зима покажет. У меня там собачка уже поела, уже там бродит все где-то. Печка уже прогорела. О, собачка находится. Вот. Собачка наша находится, нашла. Окно. А тут у меня, кажется, еще сделано, даже и забыл. Вот. Окно закрывается, надо же. Окно закрывается. Потом вот так закручивается. Закручивается и вставляется. Вот, все, окно открыто. Вот наверху еще не видно, вот веревочка сделана у меня. Сапоги, вообще классный такой карман. Сапоги сохнут. Вот они. Ну-ка. Вот они, сапожечки. О, сухие высохли. Вообще здорово. Ага. Так, там тоже вентиляция открыта внизу. Здорово. Печка, наверное, прогорела. Такая горячая. Посмотрим, что у нас с печкой там делается. О, там уже ничего нету в нашей печечке. Вот так. Вот там все. Ну, горячо. Вот тут под окном еще кармашек есть. Но я планирую еще вот сюда карман сделать. Вот сюда. И вот сюда еще карман сделать. Вот сюда планирую. Ну вот эта разделка у нас. Такая вещь хорошая. Стеклоткань просто пришита. Всю жизнь пользуемся такой разделкой. Отличненько. И мягкая, и удобная. И не горит. Печка же не раскаляется до красна, как обычные печки. Это ж печка медленного режима, поэтому она просто горячая и все. Этой печке не надо раскаляться. Ей надо быть просто горячей. Вот. И закрыть надо. Это я и забыл закрыть. Где-то вот. Вот, еще хотел показать. Один человек, который увидел мою печку, сделал такую же печку. Но так как я не мог придумать крепление для двух крышек, верхней и нижней, он придумал крепление. Он вот такую скобочку поставил здесь и здесь. 4 скобочки поставил и соединял скобочками. Так здорово. Спасибо ему большое. Вот. Ну, я у него перенял тоже такую практику, такую вещь, и тоже сделал скобочки. Только у меня эта скобочка неразборная. Я сделал пока одну скобочку. Вот. Одну с этой стороны и одну с той стороны. Вот так. Она не вытаскивается, а просто сверху вытаскивается. И соединяется две половинки. Ну, вроде бы как бы работает. Уже несколько раз ходил, и вроде бы как бы работало. Спасибо тому человеку, который придумал вот такие скобочки ставить.